В настоящем уроке мы посмотрим, как можно менять фон сайта. В данном случае мы рассмотрим, как можно поменять вот эти вот места. Шапку сайта. Это место для слайдера или для названий статей. Это у нас тело сайта. И если мы пойдем вниз, увидим фон футера. Эти изменения производятся в админке, в теме страйки, в разделе Background. И мы видим, что подраздел Boxed Background у нас уже стоит вот этот вот фон. Он вставляется с помощью кнопки Insert Image, и с библиотеки файлов мы можем поменять. Конечно, предварительно я загрузил разные варианты фона. Ну, для примера покажем. Допустим, выберем Холст. Жмем на «Использовать этот фон» и сохраняем наше изменение. Перезагружаем страничку. И видим, наш фон вот изменился. Далее этот фон можно поставить по центру, переместить влево или в правую часть. Это нужно, когда у вас, предположим, одна большая фотография, один большой скин или один большой фон. Его можно разместить вот таким образом на всю площадь экрана, на весь монитор. И тогда, конечно, эту фотографию обязательно надо будет размещать по определенным параметрам. В данном случае вот по линии X у нас есть и левое перемещение, центр и правое перемещение. По позиции Y перемещения точно так же есть верх, центр и нижние части. И по повторяемости этот фон можно не повторять, и он тогда будет только в одном где-то месте. А можно повторить тайл и также повторить по горизонтали и по вертикали. Но у меня как по горизонтали, так и по вертикали. Фон можно зафиксировать или поставить под скролл. Сохраняем наши изменения. Вот таким несложным образом меняются и все остальные фоны. Сейчас посмотрим, как можно будет поменять вот верхнюю часть сайта. Есть подраздел Header Background, точно так же. Берем, выбираем некий фон, ну, предположим, зеленое стекло, и сохраняем. Перезагрузим нашу страничку. Вы видите, что в хедере все поменялось. Ну, понятное дело, мы пока тут не рассматриваем вопросы дизайна и красивости сайта. Нам нужно теперь самое главное понять, как можно изменять все это. А вы, конечно, подготовите свои лучшие хорошие фотографии, скины и можете с ними работать так, как вам это необходимо. Я сейчас верну опять предыдущий фон, который был у нас тут в шапку сайта. Далее, ну теперь вы уже видите, что место слайдера или наименование статей меняется вот в этой части. Вот. И здесь принцип точно такой же. Принцип размещения фона. Вот он. Далее мы идем, меняем фон страницы или тела сайта.
Это раздел Page Background. Ну и дальше изменения, которые нам нужно произвести в нижней части сайта или на футере. Вот он у нас. Здесь стоит тот же фон кожи. Вот. Footer background, то есть фон футера. И тот же принцип размещения по площади футера. Я хочу показать еще возможности оформления данной темы. Есть один такой сайт, и автор подобрал 35 различных дизайнов игровых сайтов. И тут можно посмотреть разные виды оформлений. Обратите внимание на этот сайт. Их можно пролистать, и вы сравните возможности фонового изменения вот этой темы страйкинг. На этом я завершаю свое небольшое сообщение. С вами был Sipday Tom.